Всего несколько секунд, но сколько спокойствия и уверенности за здоровье ребенка они дарят. Ахмед Арчаков получает свою первую прививку в 2 года. С момента его рождения родители отказывались от вакцинопрофилактики, но сейчас покинули ряды антипрививочников и сделали правильный выбор – не подвергать опасности своего ребенка. Так как болезнь распространяется, нас предупредили, и врачи предупредили, и главврач приходила. Так что решили всей семьей, что лучше сделать прививку, чем отказываться, так как последствия, как мы знаем, худше всего дети заболевают. Прививка – единственный надежный метод защиты от тяжелых заболеваний детей и взрослых, напоминают специалисты. Вопрос детской вакцинации остается одним из наиболее спорных в современном обществе. На различных площадках множество противоречивой информации, как за прививки, так и против. Если в Советском Союзе прививали всех одинаково, то сейчас наблюдаются массовые отказы. И все же медики амбулатории Нижних Ачалуки не сдаются. Регулярно ведут разъяснительную работу с местными жителями. Есть, конечно, и отказники. Но по эпидобстановке работа активировалась. К нам приезжал и главврач, и заведующая детской консультацией, и райпедиатры. Все мы обошли село несколько раз, объясняли мамашам эпидобстановку. Привиты дети из детского сада. А так, несмотря на это, мы ежемесячно посещаем, обзваниваем, рассказываем мамашам про это заболевание. У нас мамаши прививаются неплохо. По словам врачей, матерей, которые в прошлом были ярыми отказниками, а сейчас выступают за иммунизацию, становится с каждым днем больше. Прививают сегодня в основном препаратом Пентаксим. Он предназначен для защиты от 5 наиболее опасных детских заболеваний – дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. Это французская вакцина, которая с 2008 года успешно применяется для вакцинации детей в России. Препараты хранятся в холодильной камере, строго соблюдается холодовая цепь. Запасы вакцины обновляются каждый месяц. Я сколько лет работаю, не только вот на этот период, а вообще, если был один случай, может быть, там температура поднялась, и все. Но это даже если местная реакция бывает, но у нас один случай тоже был, это считается нормой. Через 2-3 дня это все проходит. Последствий, которые отражаются на здоровье ребенка, нет от этих вакцин. А вот если не прививать детей, и мамы, вот, которые есть, мамы даже, которые отказывались, а потом в дальнейшем они перенесли коклюш и почувствовали, что это такое. Они очень сожалели и уже последующих своих детей начали прививать. Перед проведением процедуры ребенка обязательно осматривают. Есть ряд противопоказаний: гиперчувствительность к лактозе, аллергическая непереносимость, злокачественные образования, болезни крови. На момент введения препарата пациент должен быть абсолютно здоровым. Вакцинируют детей в раннем возрасте, потому что они беззащитны и уязвимы перед нападками бактерий и вирусов, а заболевания в младенчестве могут протекать тяжелее. Еще один маленький пациент на приеме у докторов – 4-летняя Амина. Процедура ей знакома, но всегда боится, как в первый раз. Она, ее братья и сестры все вакцинированы согласно национальному календарю профилактических прививок и защищены от опасных вирусов. А все благодаря осознанности мамы. Защита хэтсун прививкаючи, езен хэтсу. Лозваря вала. Елханьелхарга Амина. После введения препарата еще 30 минут ребенок проводит под наблюдением врачей. Перед уходом специалисты дают ряд рекомендаций. Чтобы дети не были контакты не были с больными детьми, чтобы мамаша их оберегала хотя бы сутки. Наблюдаем мы сами их через 30 минут. Смотрим реакцию ребенка, есть нету. И на 2-й день тоже созваниваемся или посещаем, есть реакция или нет. Всего за последний месяц в амбулатории привито около 120 детей. Врачи поясняют, вакцинация не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это и случится, он перенесет болезнь легче, благодаря выработанному иммунитету. Врачи отмечают, от ряда опасных заболеваний до сих пор нет лечения, в числе которых и полиомиелит. Единственная защита – своевременная иммунизация. А то, что она действительно является спасением от опасного вируса, доказывают исторические факты.
До внедрения вакцины от полиомиелита ежегодно становились парализованными и умирали тысячи человек по всему миру. Так, в 1916 году в результате эпидемии в США умерло 6 тысяч человек. Еще более 27 тысяч человек было парализовано. В начале 50-х годов ежегодно регистрировалось более 25 тысяч случаев. Вакцинация против заболевания была начата в 1955 году. К 1960 году число зарегистрированных случаев болезни снизилось до 3000, а к 1979 году было зарегистрировано только 10 заболеваний. Успех вакцинации против полиомиелита активировал борьбу с этим грозным заболеванием во всем мире. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.